В 1994 году возгорание на нефтяной скважине в Карабулаке. В 2000 году поиск погибших в результате падения пассажирского автобуса на реке Асса. В 2003 году работа по ликвидации последствий ЧС в результате схода лавины в Кармадонском ущелье и многое другое. Подразделения Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия сталкиваются с ЧС различного характера. Зачастую пожарные спасатели рискуют собственной жизнью ради спасения других людей. В Ингушетии 7 сотрудников погибли при исполнении служебного долга. Профессия спасателя неспроста считается героической. Надеть боевку меньше, чем за 30 секунд. За такое короткое время пожарные обязаны облачиться в боевую форму. Дорога каждая секунда. От этого может зависеть чья-то жизнь. Мансур Чапанов стать огнеборцем мечтал с самого детства. Закончил пожарно-спасательный колледж в Сунже. И вот уже 5 лет тушит пожары в составе своего караула. Первый выезд на пожар помнит как сегодня. Тогда в Назране горел сеновал. У молодого бойца были только общие представления о том, как огнеборцы ведут сражения с огнем. После боевого крещения сделал для себя неожиданное профессиональное открытие. С тех пор я понял, что тушить сено намного сложнее, чем тушить дом. Его водой просто так не потушишь. Он горит с середины, он тлеет. Его нужно выковыривать, раскидывать и после этого тушить полностью. А про самый запоминающийся пожар в своей практике огнеборец вспоминает с улыбкой на лице. И дело не в том, что и где горело. Тогда пожарные тушили 2 возгорания сразу один за другим, даже не успев обсохнуть. Мы до этого пожара еще выезжали на пожар, и у нас, наша боевая одежда была очень мокрая, был мороз. И тревога была где-то в час ночи. Мы с мокрыми боевками выехали, все дрожим от холода, было очень холодно, одним словом. В данный момент я осматриваю жилой дом на наличие следов ЛВЖ, легковоспламеняющей жидкости и ГЖ, горючей жидкости, чтобы отсечь либо привлечь версию о поджоге. Для этого используется газоанализатор, который работает по принципу вылавливания паров горючих и легко воспламеняющихся жидкостей. Эксперт пожарной лаборатории исследует место пожара, произошедшего накануне ночью. После полуночи соседи заметили, что горит крыша жилого дома и забили тревогу. К счастью, жильцы успели вовремя эвакуироваться. Эксперт ИПЛ приступает к своей работе, как говорится, сразу по горячим следам. Он находит очаг и устанавливает причину пожара. Недавно был пожар. Мы установили причину поджога, и через буквально 3 дня опять же та же причина появилась, когда мы выехали на данное место. Есть основные квалификационные признаки поджога, это такие как наличие нескольких изолированных друг от друга очагов пожара. Это, к примеру, допустим, если один очаг пожара был в комнате, а второй очаг пожара был в 3 или в 2 помещениях от этой комнаты, и эти 2 очага никак не взаимосвязаны друг с другом. Следственно, это один из квалификационных признаков поджога. Также наличие горючих жидкостей на месте очага пожара и наличие средств поджога, такие как канистра, зажигалка, горючее вещество, такие признаки поджога. Старший эксперт сектора судебных экспертиз Руслан Тимирбиев после окончания Академии государственной противопожарной службы МЧС России в Москве решил служить именно в испытательной пожарной лаборатории. Эта работа ему по душе. Считает, что все пожары не похожи друг на друга. Каждый по-своему уникален. В ночном пожаре с горящей крышей эксперт рассмотрел несколько версий. Поджог, короткое замыкание электропроводки и неисправность отопительных и обогревательных приборов. Предварительно подтверждается версия с электротехнической причиной. Материалы, изъятые с места пожара, направляются в испытательную пожарную лабораторию. Мы исследуем медный электропроводник на наличие следов короткого замыкания. Не только огонь несет порой беду, но и вода. В Ингушском поисково-спасательном отряде МЧС России есть единственный специалист, который способен и имеет допуск погружаться в воду на глубину до 40 метров. Это спасатель-водолаз. На других происшествиях у спасателей бывает шанс успеть спасти жизнь человека. Но у водолаза, к сожалению, такой возможности, как правило, уже нет. За время работы водолазом было много разных случаев, конечно. В основном это печальная история, связанная со смертью людей, утопленников. А так, сама профессия водолаза одна из самых сложных вообще в этой сфере спасательной. Потому что обучение довольно-таки тяжелое, и по сравнению с другими она намного дольше длится, это обучение. И
тот факт, что тебе постоянно приходится работать под водой, это уже организм уже сам по себе предостерегается от этого. Работу спасателей простой не назовешь. Здесь, как правило, случайных людей нет. Такую благородную, но подчас опасную работу выбирают только по зову сердца. В профессиональный праздник хочется пожелать всем спасателям и пожарным сухих рукавов и поменьше происшествий, которые отбирают людские жизни. Анастасия Шишина, Сулейман Костоев, Джахар Барахоев, Хасан Евлоев, Магаз 24.